10 лет научный руководитель из Коми собирала русские свадебные приговоры в архивных коллекциях 19-20 веков. И вот долгая и кропотливая работа позади. Автор презентовал одноименный сборник. В него вошло более сотни речей. Не только жителей Коми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Кирова, Вологды, Архангельска и Перми. Большинство текстов впервые ввели в научный оборот. Их собирали на протяжении 10 лет. Виктория Денисова знает больше. Что там еще? Не женатые, да, холостые, старые старики, да, молодые мужики. А вот гляжу-ка я, ох, балахоны-то на вас долгие, шапки-то поповские. То ли заговор, то ли обряд, с чем только не сравнивают свадебные приговоры. На рубеже 19-20 веков такие таинства были неотъемлемой частью торжества. Тогда речи зачитывал так называемый дружка, или по-современному тамада. Вот только предки вкладывали в его роль духовную составляющую. Это вот были специалисты, которые читали наизусть. Эти тексты, они достаточно большие, да, это тексты, которые говорились, не пелись, как свадебные песни, не речитативно там произносились, как, допустим, причитания. Они, да, конечно, был определенный ритм их произношения. Дружка говорил достаточно такими длинными фразами на подъеме. Вот, тут надо было, чтобы дыхания хватало. Говорил скороговоркой, быстро. То есть это отмечают все собиратели, которые записывали эти тексты. Некоторые отмечали, что его тексты были похожи на молитвы. Некоторые отмечают, что как будто это заговор. Составитель книги Юлия Крашенинникова. За ее плечами более 140 публикаций, изданных в России и за рубежом. Над книгой о свадебных приговорах автор работала 10 лет. За это время она объездила десятки точек по всей стране, изучила тысячи архивных материалов. Классический, фундаментально выполненная вступительная статья. Отличные комментарии. Все сделано на высоком научном уровне. С моей точки зрения, опять же, еще раз говорю, я не фольклорист, бюрократ, ну и отчасти исследователь. Это вот действительно слово в отечественной фольклористике, настоящее академическое издание. Несмотря на фундаментальный итог, Юлия Крашенинникова признается, это не конец. В книгу не вошли тексты жителей Сибири. Пандемия помешала расширить исследования. После автор хочет изучить коллекции 20-21 веков. Это позволит узнать, как жанр свадебных приговоров изменился и что представляет собой сегодня. Виктория Денисова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.